основного игрока фланга, который, без которого, наверное, трудно в этом сезоне представить атаку брестчан. Не было никакой информации, что с Павлом. Здесь момент у брестского «Динамо». Заброс! Такой удар Черпак в дальний угол. В девятку летел мяч. За Жодинская торпеда. Но это Павел Никайчик так классно разобрался и так здорово пробил. Какой удар у Никайчика, мы с вами отлично знаем. Нет, Никайчик здесь отдавал передачу, но не получилось. Снова аут. И вот там немножко застряла атака брестчан на правом фланге. Попытка подать. Подбор. Александр Наёк. Ну, смотрите, опять такой хитрый ныряет в девятку. И Бушме даже пришлось прыгнуть, чтобы отразить этот мяч. Хотя, казалось, летит он в ближний угол. В общем, два уже таких. Афи. Хорошая передача на Климовича. Тому не подсказали, что сзади прессингует Сергей Кривец. Потеря ответа брестского «Динамо». Павел Савицкий бежит вперед. Обыгрыш в 1-1. Пробил с левой, правда. И это был такой, скорее, скрытый прострел. Бушма к нему игру немного успокоить. Котляров продрался через двоих, даже троих. Но дальше его остановили. Отличная проникающая передача. Бушма, кажется, чуть-чуть запоздало вышел. Тем не менее, мяч набрал. А дальше Хабленко. Ну, по задумке-то Алексей все делал классно. Если бы попал, конечно же, был гол красавец. Но здесь Бушма кончиками пальцев буквально в последний момент успел все-таки дотянуться до мяча, но уже оказался лежать на газоне. Горбачик вроде бы сразу себя зарекомендовал. Он и в Смолевичах здорово играл, но здесь продолжает подтверждать класс. Здесь подача! И забивает все-таки брестская «Динамо». Но столько моментов было на старте матча. Конечно же, гол назревал. Гол назревал, и он случился, и он пришел с правого фланга. Откуда большинство эту подачу здорово пробил головой. Но я бы отметил, что передачу туда, направо, под навес отдавал Сергей Кривец, который эту атаку вот так здорово развернул. Да, то есть мы отмечаем уже действительно ищет кому отдать. Открылся впереди партнер. Пас назад прошел на Ликновича. Алексеевич, удар слева. И недалеко, в принципе, уверен, что попади мяч в створ. Серьезных трудностей для Продолжается атака торпедовцев. Даже как-то непривычно нам сегодня видеть затяжные такие атаки. В основном футбол вот такой, на встречных курсах, туда-сюда. Павел Савицкий 1 в 1 бьет. О-хо-хо! Длинную передачу, обработал мяч, ускорился. Ну и бил хорошо в ближний угол Бушма. Ну не зря говорят, что у Владимира Бушмы, возможно, самые длинные руки в высшей лиге. Он великолепно умеет сложиться. Опасный ответ жодинцев. Котляров справа с мячом на замахе убирает, бьет с левой. Но, конечно, подача на Хабленко. Дубль! Дубль делает нападающий брестского «Динамо». Оба мяча головой. Со второго этажа прилетают ворота Владимира Бушмы. Девятку выцеливал, я думаю, именно так хотел исполнить Хабленко. Номером на поле вышел 73-й Жан на партнера, на Хабленко, но защитники перехватили.
А здесь уже ответ Жодинцев в центр. Классно протащил мяч, у Горбачика не вышло. Кривец. Отличная передача Кривца налево. Сидько 1 в 1. Пойдет в обыгрыш. Катит назад. Удар, рикошет. Ну вот он, Сергей Кривец во всей красе. Великолепно. Хорошая передача. Развернулся Юсов. О-хо. Вот так вот мог выйти на замену нападающий. Поборолся на бровке Сидько. Катил. Ну, Юсов классно разобрался с Дуар. Наёк бить будет. И вот такой неприятный удар с отскоком от газона. И Владимир Бушма. Но все равно его тепло здесь встречают. Свой парень. Дача. Ну и что, Гутер должен выходить, забирает этот мяч. Все под контролем.